Ингуши всегда славились мужеством, отвагой, силой духа и любовью к родине. Таким был и Банухо Базоркин. Уже в 15 лет он твердо решил связать свою жизнь с военным делом и в качестве рядового сотрудника поступил на службу в Терской постоянной милиции. Через 5 лет его производят в юнкера, а еще через год он получает первый офицерский чин – прапорщик. Память о Банухо Базоркине хранится в Малом зале славы Краеведческого музея имени Тугана Мальсагова. Один из первых из плеяды генералов, которые в дальнейшем пополняли ряды как царской, так и дальнейшей армии Российской империи. Банухо Базоркин покрыл неувидаемой славой свое имя и имя ингушского народа, будучи командиром ингушского дивизиона конно-регулярного полка. Служба Банухо, вплоть до получения им звания штабс-капитана, по числам, месяцам и годам подробно описана в его послужном списке, который хранится в Республиканской архивной службе. Пожалуй, такой подробной информации о военном пути редко где найдешь. Банухо Базоркин участвовал в боевых кампаниях на Кавказе и в русско-турецкой войне на стороне Болгарии, где уже в звании подполковника командовал ингушским дивизионом Кавказской казачьей дивизии. Самым ярким событием русско-турецкой войны из деятельности Банухо Базоркина и в частности и ингушского дивизиона, конного дивизиона, было то, что наш дивизион был награжден самым почетным стягом русской императорской армии. Это Георгиевский знаменец с надписью «За отличие в русско-турецкой войне». Банухо Базоркин является кавалером 10 боевых наград и орденов различных степеней. Про первого ингушского генерал-майора говорили, что он родился для войны. Ведь службе в российской армии Банухо Базоркин посвятил в общей сложности 54 года. От простого посыльного дослужив до генерал-майора, первого среди ингушей. Память о прославленном военачальнике хранят не только в Краеведческом музее республики. Семья Банухо Базоркина из поколения в поколение передает историю о своем предке. В жизни я сколько знаю себя, так и вот уже 78 лет, я с таких пор знаю, что Банухо это прадед, что у него было 6 сыновей, были офицеры, все они были офицеры, писатели, офицеры, вот, и это самый Абрек даже был один. Участвовал, кажется, во всех войнах, которые в то время Россия вела. Он был как, знаешь, как тебе, мальчик по посылках. Вот, потом, значит, уже в 13 лет он был награжден крестом. 13 лет. Так за войну он прослужил в армии 54 года. Эстафету патриотизма и мужества своих достойных предков продолжили и потомки Банухо Базоркина. Среди них известные военные, писатели, общественные деятели. Подрастающему поколению, безусловно, есть с кого брать пример любви к родине. Микаил Тангиев, Майрбек Миржоев, Новости 24.